А есть такое вот, то, что некоторые родители из вот вашей школы, да, из Солнца, жалуются на то, что вот большие нагрузки у детей. Как Жалуются, вы вот жалуются. волнуетесь за детей, Естественно, за здоровье? волнуемся. Тут знаете, какая вещь? Тут ведь есть такой принцип, что, знаете, есть такой анекдот, я не буду его рассказывать, но многие его знают. От любимого дела не устают. Вот когда я был маленьким, мне было 5 лет, мне подарили шахматы. И вот в 6 лет я научился играть и играл с шахматами во дворе, в шахматы с пенсионерами во дворе. Я мог играть 6 часов. Мама меня брала паблик, говорит, пойдем кушать. Я говорю, я не хочу, я в шахматы играю. И мама у меня была добрая, она меня не заставляла. Я без еды сидел часов по 6. Потому что мне это было интересно. Но вот если бы меня заставляли учить нелюбимый предмет, это было бы перегрузкой. Очень важно не заставлять ребенка заниматься нелюбимым делом. Вот когда в концепции многих родителей, ну, в их взглядах есть, чтобы ребенок не был троечником, это ужасная точка зрения. Не надо говорить, чтобы ребенок не был троечником. Важно, чтобы у ребенка пятерки были. Важно, чтобы у него были эти увлечения. И их и поддерживать надо. А есть у него при этом тройки или нет, или даже двойки, это не так важно. То есть важно поддерживать хорошего, а не бороться с плохим. Знаете, когда я только приехал в Казань вот в 2011 году, вот уже из Финляндии, да, я стал директором лицея Лобачевского, у меня там треть школы курила. Ну вот так уж сложилось. Ну, может, 70 человек, может, там 170, ну, много. Вот, я точно не помню. Так вот, как до этого делали? Вызывали родителей, там, не выпускали из школы, там, так они в окошко вылезали курить. Вот. А мы поставили в громадном светлом холле 15 шахматных досок. Больших, дорогих, красивых. В нашей стране шахматы уважают. Ну так уж сложилось, вот такая умная игра. И вот сидят, человек 6 играют в шахматы. Мимо них 600 человек проходит утром, вечером 600 человек проходит обратно. Идут мальчик с девочкой, им там по 16. Вот. Опять же, мальчик должен показать девочке, что он умный. И вот он должен остановиться, сделать умный вид, только потом идти дальше. А если он хоть чуть-чуть умеет играть в шахматы, он еще какой-нибудь совет даст. Понимаете? И в итоге, в конце концов, пришло к тому, что у меня курение уменьшилось, а появилась такая вещь, что дети стали, когда с плохих уроков, куда уходили курить с уроков? Потому что урок скучный. Уроки солили, так называемое, такое слово есть. Да? Так вот, сейчас, если пропускали уроки, то с шахматами. Это уже мне сигнал, что, может, урок неинтересный. Но я не говорю, что надо пропускать уроки, но лучше, пускай он уходит играть в шахматы, чем уходит курить. То есть нужно давать альтернативные вещи. Надо не бороться с плохим, а показывать хорошее.